Жители улицы Эшба, проживающие в районе остановки Колос, сетуют на то, что на отрезке у светофора участились несчастные случаи и просят установить здесь элемент принудительного снижения скорости, так называемый лежачий полицейский. Кроме того, люди считают, что 16 секунд зеленого светофора для перехода четырехполосной трассы недостаточно, так как дорогу зачастую переходят пожилые люди и дети. Нам на самом деле очень страшно. У нас дети. Переживаем за то, чтобы каждый раз наши дети не перешли, что-то с ними не случилось. Не хватает на самом деле 16 секунд, которые здесь указывает светофор. Потому что нам приходится пешеходам по БХ бежать. Бывали случаи, меня чуть не сбило, соседи. Да, я постоянно перехожу дорогу здесь, я вечером с работы прихожу, одна машина стоит, а другая сзади едет. Вот и все. Они не останавливаются, они едут. Вот сзади другая машина едет, оттуда тоже едут, они не останавливаются. Помимо этого, жители улицы Трапш, пересекающие республиканскую трассу, считают, что светофор на данном участке расположен неправильно, что затрудняет выезд в город. Светофоры стоят неправильно, потому что с улицы Трапш, если выезжаешь в сторону города, надо пересекать двойную сплошную, что запрещено. Приходится разворачиваться напротив этого центра МАМа. Сплошная линия. Ограничительная, стоп-линия, находится перед светофором, стоит она правильно, машины останавливаются правильно в стоп-линии, но перекрывают выезд с улицы Трапш. Всю проблему мы решить очень просто. Светофор вот с этого столба перенести на соседний столб, и все вопросы будут решены. Потому что ни нам, жильцам с Трапш, ни пожарной команде МЧС не выехать. И из-за этого здесь и аварии, и ругань. Чтобы перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, необходимо дождаться зеленого сигнала светофора, переходить, а уж тем более перебегать дорогу на красный свет, даже если нет машин, запрещено. Это же элементарное правило дорожного движения касается и водителей. Здесь очень важно взаимоуважение водителей и пешеходов, которого, увы, не всегда хватает. Надо, мне кажется, светофор побольше, секунды, что были. 24 часа за рулем и видим, какое движение происходит по городу. Лежачие пролетают буквально через несколько секунд. Так что надо светофор, мне кажется, побольше, чтобы были секунды. Невозможно в карман заезжать, потому что здесь всегда машины стоят. А это создает большая помеха. Сам пешеход, не видно, что он есть на самом деле. Не видно. Я сам, бывает, когда перехожу, я не просто перехожу, а пробегаю. Даже красный светофор загорается, машины не останавливаются, бывает и такое. Просто пролетают и мчатся. Сами люди, когда начнут как-то меняться, уступать, пропускать. Остановился человек, пропусти уже пешехода. Или сами люди, когда начнут меняться, все и поменяется. По словам специалистов, подобных проблем по городу немало, и городские власти стараются реагировать на них по мере возможности. Много подобных писем лежат в администрации города Сугум. Они рассмотрены. Просто на сегодняшний день нет возможности в их установке. У нас такое же письмо лежит в администрации по вокзалу железнодорожному на повороте. Уже полностью вышел из строя тот лежачий полицейский. Перед улицей Семирджиева на водоканале там тоже планируется лежачий полицейский типа улицы Дзидзаря и Адыгейской. Касаемо непосредственно того участка на, как говорится, остановке Колос, там у нас и нанесен пешеходный переход, и установлен светофор пешеходный. Я не знаю, посмотрим, будем решать совместно с ГАИ Республики и с унитарным предприятием Хазавтодор. Мы обязательно отреагируем на пожелания жителей. Когда данный светофор устанавливался, были проведены экспериментальные зачеты времени. То есть, если этого времени не хватает для перехода граждан, соответственно, его можно добавить вообще без проблем. Но опять-таки все работы, которые будут проводиться согласованно с ГАИ. Нарушение правил дорожного движения в Абхазии – явление нередкое. По официальным данным, выложенным на сайте МВД Абхазии, в среднем в республике фиксируется до 300 нарушений ПДД за сутки, как по вине водителей, так и пешеходов, что говорит о том, что всем участникам дорожного движения стоит проявлять сознательность. Ведь ценой невнимательности и неосторожности на дороге может стать чья-то жизнь.